Сегодня рядом со мной, ну, хотя, как сказать, рядом со мной, это я рядом с самым высоким человеком в мире. Султан Касен, самый высокий человек в мире, приехал в Россию, уверяю вас, не просто так. Султан, зачем вы приехали в Россию? Откройте секрет. Seni duymakta zorluk çekiyorum. Я плохо слышу. Буду кричать громче. Султан, Şimdi duydum. зачем вы приехали в Россию? Сейчас услышал. Hep Rusya'yı hayal ediyordum. Rusya. Я всегда мечтал о России. Hani söylemekteyse git gör daha iyi. Ben de onun için geldim gördüm. Чем 100 раз услышать, лучше один раз увидеть, поэтому я приехал. Bir de И еще, bir kız arıyorum. и я ищу себе невесту. В России я слышал очень много красивых девушек. Надеюсь найти себе невесту. Мы с Султаном в прямом эфире ищем ему невесту. Внимание, сенсация. Султан Касен, 29 лет, рост более 2,5 метров, обувь 62 размера, размах рук почти 3 метра. Сложно поверить, что самый высокий человек в мире совершил беспрецедентный перелет из Турции в Москву. Как при таких размерах он поместился в кресле самолета? Как разместился в гостинице? Похоже, рекордсмену книги Гиннесса мал этот мир. Потолки, низкие кровати, короткие кресла и стулья не выдерживают веса великана. И даже в самом просторном автомобиле Султан вынужден сгибаться в 3 погибели. Москвичи, увидев Гулливера в аэропорту, застывали от изумления. Фотографировали, снимали на мобильные телефоны, а детям казалось, вот он, живой дядя Степа. Почему у самых обычных родителей появился на свет сын-великан? Как живет самый высокий человек в мире и почему Султан Касен прилетел искать жену именно в Россию? Присаживайтесь, Султан. Симпатичный. А кто вот сейчас сказал симпатичный? Это я Так. сказала, да. Но посмотрите, какая у него очаровательная улыбка. Он позитивный, он полон энергии, жизнерадостный. Мне кажется, это уже красит. Просто красивый молодой человек. У вас много шансов, судя по всему, Султан, в Москве. Правда, правда. А вы за него замуж пойдете, вы лично? Вы лично за него пойдете? Я посмотрю, я подумаю, надо познакомиться. Но Ну что ж, давайте знакомиться. Султан, как вам Москва? Moskova gerçekten çok güzel. Москва действительно очень красивый город. Мне очень понравился. Gelmeden önce hep Rusya. До того, как я приехал в Россию, знал, что Россия холодная страна. Знал, что здесь очень много красивых девушек. Я приехал, убедился, действительно. Очень красивые девушки и действительно очень холодно. и то, и другое, да? Ну, давайте теперь знакомиться с вами. Скажите, во-первых, где вы живете? Ben Türkiye'nin Mardin'de Я yaşıyorum. живу в городе Мардин в Турции. Чем вы занимаетесь там? Mardin'de ailem Ya- tarımcılıkla ilgileniyor. Из семьи фермеров Ben de в onlara Мардине. yardım ediyordum. Я Tarım занимаюсь yapıyordum. хлопководством, фермерством, сельским хозяйством у себя в регионе. Ваши родители самого обычного роста, правильно я понимаю? Evet, herkes normal. Да, все нормального роста. А скажите, пожалуйста, вот вы передвигаетесь все время на этом виде транспорта? Или это так, просто для позерства, что называется? Нет, это я просто, когда нужно так поездить, поразвлечься. А на обычных автомобилях вы ездите или вы туда просто не влезаете и поэтому предпочитаете ездить вот на таких кабриолетах? Normal Нет, araçlarla geziyorum. я в нормальных автомобилях, я складываюсь там в 3 погибели, это примерно как лепешка. И с трудом умещаюсь в такие автомобили. Но вы так с юмором рассказываете о каких-то трудностях, которые испытываете в связи со своим гигантским ростом. Я, если бы еще раз родился бы, я бы хотел все-таки быть высокого роста. А в чем же прелесть, в чем плюсы такого роста? Ну, кроме того, что вы на нас всех смотрите свысока.
Yok yani Нет, это, конечно, некоторые, например, занавесить дом, дотянуться до потолка. Я, например, благодаря своему росту, я побыл в 90 странах мира. Вау. А вопрос тогда. Пожалуйста, конечно. Султан, ну вот вам повезло. Вы рекордсмен. Вы в книге рекордов Гиннесса. А вот страшно подумать, если бы, не дай бог, вы были ниже, например, на 10 сантиметров или на 20. То есть оставались бы таким же высоким мужчиной, но при этом не попали бы в книгу рекордов Гиннесса. Как вам бы было жить? Труднее? Да, действительно. Я бы хотел тогда, мечтал бы быть нормального роста в таком случае. На самом деле, может быть, ответом для вас будет очень простая информация, что рекордсменом до какого-то момента считался Леонид Стадник. Совсем другой человек. Он выше Султана на 4 сантиметра. Но ему выше. Но ему так надоело всеобщее внимание, что он отказался от этого титула рекордсмена, и титул перешел к Султану. Интересно. Можно вопрос? Да, конечно, Ань, пожалуйста. А сколько лет вам исполнилось, когда вы выросли до такого роста? Как он на вас смотрит, Анна? И вопрос слушать внимательно. Я, когда мне было 8-9 лет, мне было 1,70 м. Ого. А как ваша мама реагировала на то, что вы так растете, так быстро? И родные все. Да, действительно. Я, когда вытягивался, я стал своего старшего брата на метр выше. Сначала всем это нравилось. Всем уделяли внимание меня, все любили. Старший брат зауважал сразу. Папа. Скажите, а вы занимались баскетболом? Нет, я все-таки я был ростом как отец, а не как старший брат. По поводу баскетбола и этой фотографии. Баскетболом, поэтому вы так вытянулись? Нет, я в 2003 году сходил в команду баскетбольную, но, к сожалению, из-за проблем со здоровьем меня не взяли. Елена, а правда, скажите, пожалуйста, мог бы Султан играть? Но на самом деле вот очень много у высоких людей проблемы с суставами, со спиной, с сосудами. И очень много не допускают, потому что это все-таки опасно. Очень много было смертей на тренировках. Поэтому лучше перестраховаться и жить нормальной жизнью. Если не позволять здоровье, в большой спорт это очень жестко. Султан, а у вас с чем связаны проблемы со здоровьем? Врач сказал, что проблема в гипофизе. У меня была операция на головном мозге, и получилась, к сожалению, очень неудачная. В 2000 году пришлось таки повторить эту операцию. Но, к сожалению, опять же постигла неудача, и опять вернулось все на круги своя. И последний раз в 2008 году пошел уже на лечение с решительностью не возвращаться домой, не получив уже, не став полноценно здоровым человеком. Я поехал в университет Вирджинии, и там сделали мне операцию гамма-нож. И в связи с тем, что я сегодня в Москве, я очень рад, и врачи в Москве очень внимательные люди. Кстати, о врачах московских. Здесь вы прошли обследование, и у нас в студии научный руководитель клиники, где Султан проходил это обследование, Светлана Калинченко. Результаты обследования, каковы они? Ну, результаты обследования на самом деле оптимистичные. Я хочу сказать, что все основные проблемы Султана уже позади. Его вот этот... Результаты обследования показали, что опухоль больше не растет. Опухоль перестала расти. Она перестала вырабатывать гормон роста. Проблемы его были связаны с тем, что у него была опухоль, которая вырабатывала гормон роста в больших количествах. Почему люди маленькие? Потому что у них не хватает гормона роста. Почему люди большие, вот такие? Потому что у них много гормона роста. Значит ли это, что теперь Султан уже не будет расти? Да.
расти он не будет. Все, как бы врачи справились с опухолью. Но опухоль нанесла необратимый удар по главному эндокринному органу, по гипофизу. Гипофиз – дирижер всей нашей эндокринной системы. В результате у него не работает ни одна эндокринная железа. Он мечтает создать семью, он мечтает родить детей. Все это реально, если ему усилить терапию еще дополнительными гормонами, которые будут способствовать выработке собственного тестостерона, и они запустят сперматогенез. Сегодня мы ему об этом рассказали. Он мечтает о бороде, он нам сегодня рассказал. Он сказал: я очень люблю бороду, сделайте так, чтобы у меня росла борода. Я хочу, чтобы у меня была борода. Вот борода. Это реально? Да, это наглядное проявление нехватки тестостерона. Это реально сделать? Ну, Абсолютно благодаря реально. этой терапии, да? И сегодня мы ему сделали подарок. Он уже самый сексуальный мужчина в мире. Его тестостерон сегодня выше, чем у всех мужчин на планете, поскольку мы ему сделали инъекционный препарат, который повышает тестостерон до верхней границы нормы и даже выше. Препарат пролонгированный. Действие этого препарата будет сохраняться 2 месяца. Настоящий мужчина. Конечно, настоящий мужчина. Его Так, объяснить подождите, сейчас, проблема. Иван Юрьевич, женщины Я наконец-то уверена на начали 100%, реагировать. Что тысяча женщин захочет за него выйти замуж. С его внешностью. Лильгина, вы что-то хотели сказать? И на каждый товар есть свой купец, согласитесь со мной. Поэтому посмотрите на такого жениха. Ну как его не взять, да? Как его не пристроить в хорошие руки? Вот. И брови соболиные, и очи истребинные, да, и уста сахарные. А представьте себе, какая счастливая женщина будет рядом с ним. Сейчас Ведь попробуем он будет представить. жить, Итак, да. самый высокий человек в мире Султан Касен приехал в Россию, чтобы найти свою любовь. Англичанка, мисс Длинные Ножки, уже готова к встрече с ним. В прямом эфире. Hello, Sultan. Сегодня в прямом эфире великаны. Люди, которые смотрят на нас свысока. Как им живется в нашем мире маленьких людей. Итак, сенсация. Султан Касен, 29 лет, рост более 2,5 метров, обувь 62 размера, размах рук почти 3 метра. Сложно поверить, что самый высокий человек в мире совершил беспрецедентный перелет из Турции в Москву. Как при таких размерах он поместился в кресле самолета, как разместился в гостинице. Похоже, рекордсмену книги Гиннесса мал этот мир. Гигантский рост мешает Султану не только в быту, но и в делах сердечных. Он до сих пор не женат, несмотря на то, что объехал 90 стран мира. И вот теперь Россия. Может быть, его суженая здесь? Тем более, что следом за Султаном в Москву прилетела еще одна рекордсменка. Она же мисс Длинные Ножки. Но на такие ножки, правда, очень трудно найти элегантные туфли. У нее те же проблемы, что и у Султана. Короткие кровати, тесные ванны, маленькие автомобили. Да и парни вокруг ростом не вышли. Мисс Длинные Ножки из Великобритании. Джессика Парда в нашей студии. Оп. Спасибо большое. Чтобы мы все понимали, какого они роста. Хорошая парочка, мне кажется. Спасибо большое. Присаживайтесь. Нам будет помогать переводчик Татьяна. Джессика, вы ехали целенаправленно к Султану. Yeah, I'd like to meet Sultan. Вы о нем слышали раньше? Видели его фотографии в интернете? No, it's the first time I've seen him. Нет, раньше не видела, но сейчас приехала специально к нему. Нравится? Вы знаете, на самом деле, я считаю, что Джессика далеко не конкурентка. Ты бы хотела побывать в Турции? Сейчас там еще переводчик. Тут девушка, в общем... Не только. Как бы я сама Сейчас, тоже не маленького роста, 1,81 м. И я хочу... Между прочим, Джессика с Султаном сейчас общаются. А я хотела обратиться лично к Султану и сказать ему: Султан, бен сизе чок сивюрум. Теперь по-русски.
Да, Джессика, наши женщины в Турции частые гости. Султан все понял. Что это такое? Султан в Россию приехал за девушку. Не отдадим девчонки нашего султана ни за что. Все, не отдадим. Всё. Джессике не отдадим. Конечно. Ни в коем случае. Ну, а тем не менее, давайте все-таки будем гостеприимны. Давай. Джессика, скажите, пожалуйста, мы вот видели Анна на таких довольно высоких каблуках, а вы, кстати, часто надеваете каблуки? No, I've never worn heels. Нет, никогда не надеваю. Почему? Nasıl? Да, еще выше. I can't find them in the place. Orada. Дело в том, что нет каблуков для моего размера. Но я смотрю, что Джессика сама водит машину, да? Какие-то трудности при этом возникают у вас? If I want a car, I have to go to the... Мне приходится сначала примерить на себя машину, прежде чем ее купить. А сколько рост общий? 204 сантиметра. А у меня вопрос и к Джессике, и к Султану вместе. Вот скажите, в ваших странах существует какое-то общество, которое, может быть, вы могли бы возглавить, например, борьбы за права высоких людей? Потому что даже вот здесь, в России, я с моим ростом всего-то 190 сантиметров чувствую проблемы. Например, входя в дверь, я ударяюсь головой. А вам-то еще тяжелее? Uzunlar Derneği mi? Kesinlikle Uzunlar Derneği'ni açmak istiyordum. 2000 Я yılında очень tekrar хотел в 2000 году создать сообщество высоких людей, но, к сожалению, мы не смогли получить никакой поддержки со стороны государства, и наши мечты все утонули в воде. Джессика, у вас была такая идея? But all my family at all. Дело в том, что вся моя семья высокая, поэтому у меня никогда не возникало таких проблем и идей. Нет, а вот кроме шуток, это очень большая проблема. Вот я, например, не могу с моим скромным ростом 190, я все время ощущаю... Сергей, что вы все время подчеркиваете? Скромным ростом 190, а? Это не очень Я вижу, что это скромный рост по сравнению хотя бы с этими красивыми высокими людьми. Ну, я вообще карлик, поэтому я молчу. Вы Михаил, вам хорошо, я вам завидую. Я не могу спать ни на одной стандартной кровати. Я не могу зайти ни в одну стандартную дверь, если у меня каблук чуть выше, чем вот обычный. Снимайте шпильки, прекращайте носить, Сергей. Это огромная проблема для нас, для достаточно, так сказать, высоких людей. Я не могу купить на себя ни в одном готовом магазине одежду. Мне все не подходит. Да, Марин. А я такую своеобразную другую хотела рода Пожалуйста. составить оппозицию. С вашим нескромным ростом 190 мой папа, будучи высокого роста, всегда в нашей ванной прибивал зеркало так, что я при своих 160 сантиметрах видела себя только вот, ну, только верхнюю часть. То есть это, конечно, чудовищная несправедливость. И куда бы мы ни приезжали, там, в деревню, скажем, и он начинает что-то вешать. Я не могу это достать. Это тоже дискриминация. Я тоже хочу создать общество невысоких людей. Я даже очень надеюсь, что вы сейчас на этой программе, Марин, найдете союзницу себе в этом. Давайте попытаемся на самом деле понять, кому сложнее в этом мире: великану в стране лилипутов или человеку маленького роста в стране великанов. На самом У нас в деле студии одна из самых маленьких женщин. Если хотите, я вам составлю компанию. Вот надо было мерить, надо было чем мерить. Ну и я тут постою на краю. Kalkarsam o zaman görürsün. Вот если я встану, тогда посмотрите, какая разница у нас в росте. Давайте. Метра два, наверное. Лен, вы не против? Без проблем. Merhaba. Здравствуйте. Вот так, например, может выглядеть в скором времени семья султана. Да. Ben bir şey söylemek istiyorum. Я бы хотел одну вещь сказать. Eniştem sürekli bana diyordu Sultan sen evlendiğin zaman kısa bir kızla evlen. Uzun bir kızla evlen. Мне все говорили, что женись на маленькой девушке. Если вдруг женишься на высокой, и дети будут Ben kısa высокими. bir kız buldum. Я нашел себе маленькую девушку. Правильно, правильно. И русскую к тому же. Джессика, извините, я тут ни при чем. Присаживайтесь, пожалуйста. Yok onu da alırım. Нет, и с Джессикой все в порядке. Я согласен на двоих сразу. А у них позволяют?
Вопрос, согласны ли Джессика и Лена. Подействовал. Далее. На самом деле высокие мужчины любят маленьких женщин. Это проверено, потому что мы как в баскетбольной команде все время засматривались на высоких мужчин, значит, из баскетбольной команды. Но они почему-то ходили все время у них, мы говорим, как карманные жены. Ну что, зачем они их нужны? Берите, вот мы такие красивые. Нет. Но почему-то на нас все время смотрят мужчины среднего роста и ниже. Я даже знаю, Вот в почему. чем, да, нравится. Не буду говорить, Вот это в чем. медицинское. Надо спросить у Лены. Лен, а вам нравится Biz султан? de uzun kızlarla evlensek bu sefer kısa Если бы мы женимся на высоких девушках, куда денутся маленькие бедолаги? Че это они Маленькие бедолаги-то? за высокие. Можно я скажу? На самом деле, да, вот тебе вот хорошо, да, ты высокий, и ты смотришь на всех свысока, а я маленькая, и меня никто не замечает обычно в толпе. То есть я вхожу в метро, меня вносят и выносят оттуда, то есть не замечают буквально. То есть мне гораздо хуже, чем султану. А вам нравится султан? Как вам султан? Очень красивый мужчина. Будете Я как просто смотрю, руках что носите, вы будете ему видеть. Да, он Вы ему точно будет внешне на очень руках. нравитесь. Он вас будет на руках носить. Да-да-да, я подумала. Лена, а сколько ваш рост? Метр 30. Замечательный рост. Отличный рост. И я скажу вот за себя. И Почему? тут Сергей. Что касается людей небольшого роста, правильно? Да, очень просто. Почему высокие мужчины предпочитают маленьких женщин? Потому что я привык, что, как правило, я выше среднего, я привык смотреть на человека сверху вниз. Поэтому, если я смотрю снизу вверх, мне дискомфортно, как вот мне было бы, например, стоять рядом с Джессикой. А с женщиной своей мне хочется, чтобы мне было комфортно. Поэтому мне нормально. Вот комплекс неполноценности. Возможно. Считайте это комплексом. Однажды, кстати, Султан встречался с самым маленьким человеком в мире. Давайте посмотрим, как это было. ömrümde hiçbir zaman bu Я anı в жизни unutmayacağım. Ben никогда не biraz забуду çıktım. это мгновение, Yani когда я benim вышел. haberim yoktu Pimpi geleceğine. Я Bir не baktım, знал, что Пимпи bir erkek bir придет. adam bacaklarının arasından И geçer. вдруг я Geçerken ben orada смотрю, gördüm. какой-то человек практически между ног у меня прошел. А сколько рост этого человека? 72 santimdi. 72 сантиметра. Дело в том, что Султан очень позитивный человек, очень позитивный, это видно, он очень светлый, он очень... Не только Султан, и Лена, и Джессика. Хотелось бы, ну пока мы сейчас о нем, вот сейчас вот я с него начну, потом я уже до Лены дойду. Пожалуйста, пожалуйста, До Джессики. Не стесняется показывать свои проблемы. И вот Джессика, очень такая модельного плана, такая высокая, стройная девушка. Я не знаю, почему у нее такая проблема, что она одна до сих пор. Джессика, давайте по порядку. Вы модельным бизнесом занимаетесь? I've done photo shoots like magazines and stuff. Иногда снималась для журналов. Просто для модельного бизнеса очень сложно дизайнерам такого роста девушку использовать на подиуме. И понятно, что ее приглашают либо очень крайне редко, либо вообще не приглашают. Но для журналов она как такой экземпляр редкий, редчайший. Конечно, она представляет интерес. А чем вы занимаетесь, Джессика? I work at a bar at the moment, but I play netball for Wales. Я работаю в баре, иногда играю в нетбол за команду Уэльс. А можно вам задать профессиональный вопрос? Вот дама с таким ростом, это, наверное, неоценимый спортсмен именно в баскетболе. Да. Вот. Почему они играют в баскетбол? Да. Вы знаете, Елена, не все могут играть в контактный вид спорта, потому что это нужен определенный склад характера. Любят некоторые специально идут в волейбол, потому что там меньше нагрузка, ну, имеется меньше беговая нагрузка, Но там не меньше так контактов. важен рост. Да, почему рост в волейболе важен?
Да, ну вот Катя Гамова, например, такого же роста, как Джессика. То есть это размах руки очень имеет значение. То есть это удар по мячу гораздо сильнее. Должно все сойтись. И характер, и здоровье, чтобы человек начал играть. Спасибо большое, Сереж. Ну и внимание к Лене. Забыл, как девушка. Лена. Леночка, да, вот Лена. У меня первая жена была Лена. Такие противные все Лены. Я бы попросила. Ну, да. Аккуратнее. Вы знаете, какой размах руки у Елены? Я представляю себе. Ну, Во-во. вот Леночка, например, она прям куколка. Вот прям на нее смотришь и любоваться хочется. Куколка. Вы сами себе платье шьете, небось, да? Это портниха? Ну, уже нет, уже Что не купить сама. сложно, да, Ну, вот это? нет, почему? Сейчас уже гораздо проще с этим. И с обувью, и с одеждой. Покупаешь платье, вот и все. Ну да. Потом очень сложно, мне кажется, обувь, вот, чтобы такой маленький... вот. Нет, обувь сейчас тоже уже не проблема. Уже не кстати. проблема, да? 33-й. Ну, как у Золушки. Как мы вместе с Сергеем Зверевым поняли, рост не помеха ни для чего. Ни для жизни, ни для любви. Это докажут наши следующие герои совсем скоро в прямом эфире. Сегодня в прямом эфире великаны. Люди, которые смотрят на нас свысока. Как им живется в нашем мире. Мире маленьких людей. Итак, сенсация. Султан Касен, 29 лет, рост более 2,5 метров, обувь 62 размера, размах рук почти 3 метра. Сложно поверить, что самый высокий человек в мире совершил беспрецедентный перелет из Турции в Москву. Как при таких размерах он поместился в кресле самолета? Как разместился в гостинице? Похоже, рекордсмену книги Гиннесса мал этот мир. Гигантский рост мешает султану не только в быту, но и в делах сердечных. Он до сих пор не женат. Повезет ли в любви султану, как повезло нашему кубанскому великану? Дениса и Нину Маркову называют уникальной парой. Их разница в росте поражает, а крепость любви вдохновляет. Сегодня самая необычная супружеская пара у нас в студии. Нина и Денис Марковы. Денис, понятно. Первый вопрос к вам. Извините, Нина. Какой ваш рост? Почти 2 метра 25 сантиметров. 2,25. Почти. А у вас нет? 1,70 м. 1,70 м. Не такая-то и большая разница. Ну да. Скажите, пожалуйста, а как состоялось ваше знакомство? Ну, наше знакомство состоялось, мне было 16 лет, когда мы познакомились. Ну, у Дениса уже были проблемы со здоровьем. Но несмотря на то, что ему сделали 2 операции, и меня это не остановило. Как-то я пошла вперед, не боялась, а как это будет тяжело, трудностей не боялась. И вот, мы любим друг друга уже 5 лет. Браво! Денис, а вам тогда сколько было? 24. 20, ну, почти 25, 24. Почти 25. Но вас никак не останавливала разница в росте, не в возрасте? Да нет. Ну, наверное, у девушки возникли проблемы какие-то. Вот какие проблемы у вас? Что вы испытывали? Вот для меня, вот, он нормальным ростом, вот как я сейчас. Вот, я не смотрю на то, что какой у него рост сейчас, вот, какие проблемы. Вот, мы их преодолели вдвоем и преодолеваем вдвоем. Вот, мы всегда вместе, мы любим друг друга. А вот вы нам тогда расскажите, пожалуйста, а вот мне не верят, потому что много проблем у высокого человека в России. Не торопитесь, Турция, сейчас. Англия, а как вы? Проблемы, Много. у нас проблемы со здоровьем, проблемы с одеждой, с обувью. Мы обувь шьем на заказ. Нам в аптеку, чтобы поехать, за 30 километров нужно, а транспорта нету. Вот, ну вот так вот, от кого-то Как же вы просим. выкручиваетесь? Кого-то просим, кого-то нанимаем. Но езжу я, ему тяжело. А когда в больницу, мы вызываем скорую. Потому что очень трудно ездить куда-то. А скажите, пожалуйста, кто вот этот вот молодой человек, блондин? Это наш сын. А сколько лет вашему сыну? Султан, видите ваши перспективы?
buna hayal etmişim ve size de Даст Бог, и мне тоже когда-нибудь доведется. А что касается проблем с обувью, и у меня тоже была проблема. Есть человек, который для меня шьет обувь. Это мой второй отец, он живет в Германии. Он говорил мне, если есть другие люди, высокие люди, у которых есть проблема с обувью, перенаправляй ко мне. Я всех вас, и Джессику, и Елену, и Дениса, приглашаю всех вас в Турцию. Решу все ваши проблемы с обувью, и в том числе с обувью на каблуках для Джессики. Я испытывал какие-то трудности в жизни. Я не смог, как нормальный ребенок, учиться в школе. Потом я постарался, не сходив даже, не пойдя в школу, научился писать, читать. И 2 года назад только я смог получить аттестат о среднем образовании. Никогда, ни для чего не поздно. Достаточно, чтобы мы знали, как по-братски сосуществовать и прожить в этой жизни. Замечательные слова. Можно вопрос? Да, конечно. А вот есть специалист, который может Сейчас. ответить на мой вопрос, а не передается ли заболевание вот, поколению? Вот их мальчику не передастся ли это? Светлана? Знает об этом? Нет, ни в коем случае. Это не генетическое заболевание. Это опухоль, которая мы не знаем, почему появляется, от чего она появляется, начинает продуцировать гормон роста в повышенном количестве. Здесь ситуация намного лучше. Здесь не пришлось, когда сказали о 2 операциях, это были операции не на гипофизе, это были операции на позвоночнике. То есть опухоль нанесла урон позвоночнику. Вот были операции на позвоночнике, а опухоль здесь удалось вылечить лекарствами. Поэтому здесь нет проблем с щитовидной железой, с надпочечниками, с гонадами. Почему такой замечательный ребенок? То есть это показатель, что у него, в общем-то, после лечения на вот этой опухоли гипофиза все хорошо. Да? У него все хорошо. Есть последствия на позвоночнике, но он абсолютно здоровый человек. Простите, пожалуйста, Светлана, что перебила. Почему вы так не улыбаетесь, как Султан? Да. Все время, без остановки. Нет, не дает вам сказать Султан. А? Ну, понятно, он выше вас. Вот Извините, я могу высказаться. Да. Мы сюда пришли не для того, чтобы говорить только о болезнях. Давайте о чем-нибудь более приятном. Вот поговорим. как раз об этом и хотим поговорить. У нас просто, видите, какие вдумчивые гости, Султан. Они просто так, на веру, ничего не принимают. Они пытаются во всем разобраться, докопаться до самой сути. Денис, пожалуйста, отвечайте. Денис, у нас проблемы... Не надо очаровывать девушек. А Султану надо, поэтому он улыбается. Он в Турцию его приглашает. У Султана сегодня самый высокий тестостерон. Спасибо, Светлана, что вы все время об этом напоминаете. Вот в чем все дело. Но при таком высоком тестостероне начнем искать девушку. Вот сколько в зале девушек, а? Зачем искать в зале, когда сидит рядом такая очаровательная девушка? Кстати, и на самом деле вы они абсолютно друг другу правы. Не безумно одна, нравятся, замечу. это видно. Но я смотрю, что Джессика как-то холодно относится к нашему Султану. Я не про Джессику говорю. Про Леночку? Конечно. Леночка улыбается Конечно. тоже, как и Султан. Я как сваха сразу вижу пару. Все. И это пара. Леночка, Почему нет? возможно ли эта пара? Все бы так Нас уже женились. Да? Я чувствую, что вы 100% угадали, потому что Лена, она уже глазами говорит, что да. Вот. Все. Посиди, пожалуйста, с этой стороны, рядом со мной. Да, Иван Ильич. Мы видим, что счастье возможно не только при разном росте, но и при разных характерах. И все тоже нормально. Я полностью согласен, но у нас есть один момент социальный. Такого человека, как Султан, у нас бы с детства, а ты в специальную школу, потому что ты не такой, как все, с тобой трудно. Потому что ну а Валуев? Ты другой. Я думаю, у Валуева тоже были социальный. те же самые проблемы. Должны быть общественные усилия, должна быть помощь, потому что это люди нестандартные. Мы всегда должны о них помнить, каждую Более минуту. того, я с вами полностью согласна, потому что
Да, Маня. У меня есть приятельница, она была сразу же, она очень высокого роста. И ее в школе дразнили все «дылда». И дразнили настолько, что девчонку действительно затюкали, обзывали. И у нее развился комплекс, что она высокая. Она начала горбиться, она считала себя некрасивой. И действительно, мы зачастую, вот, особенно когда дети же всегда немножечко... А вот можно мне задать вопрос Джессике, вот Да, в продолжение? конечно. Вот что сделать, чтобы ребенок, который, в общем-то, высокий для своего возраста, не горбился? Потому что, когда ребенок возвышается в школе, то хочется быть как все маленькие. А вот у Джессики, я смотрю, спинка прямая. Вот с детства, вот как, дразнили ее, не дразнили, старалась ли она быть поменьше ростом? People I went to school with like grew up with me anyway, so I've always been the tallest. Люди, с которыми я ходила в школу, они были примерно такого же роста, как и я. И у меня не было никогда проблем. Ну, чуть-чуть. Но подождите, вот на этой фотографии вы явно выше, Во-первых, чем все горбитесь остальные. на этой фотографии, горбитесь, сутулитесь. No, I think they were wearing high heels, so. Так я там на каблуках вообще-то. А они босичком стоят. Джессика совершенно нормальный человек. Почему она не замужем? Ну-ка скажите, пожалуйста, Джессика, Красивая девушка. почему вы до сих пор не замужем? Другая. I'm only 19, so. Сколько? 19. Мне вопрос Султану. Султан, вам высокие нравятся или маленькие? Определитесь уже. Ben kesinlikle istediğim bir kızı uzun veya kısa olmaz. Категорически не обращаю внимания на рост. Yani kalbine bakarım. Лишь бы была девушка хорошая, чтобы она мне нравилась, чтобы энергия захватила меня. Любовь. Лишь бы человек был хороший. Вот. Да, Лен, пожалуйста. Вы что-то хотели сказать? Я восхищаюсь абсолютно всеми, кто приехал. Вот этот блеск в глазах, можно просто заряжаться вот от этой вот зажигалки. Султан — это зажигалка. Рядом с ним вторая зажигалка сидит, замечательная. Тот же самый блеск в глазах. Джессика задумчивая. Но я думаю, что потому что просто еще 19 лет Джессике, и вы же не привели принца, вы же обещали. Мы султана целого привели, а не принца. Султана подсекли. Вот, Лена просто подсекла на взлете. А девушка из Англии приехала, вот верь вам после этого. Вот, поэтому с Джессикой, конечно, сложнее. Но я думаю, за эти несколько дней в Москве можно будет найти что-то интересное. Да, вот сваха тут сидит, пожалуйста. Вот. Ну а если говорить о вашей паре, это прекрасная пара. И как вам повезло, что вы встретили друг друга. Сразу видно, кто двигатель. Это замечательно. И вот этот добрый взгляд, замечательный Денисов взгляд. Так что счастья вам и любовь. Султан, на самом деле мы желаем вам счастья. И спасибо вам огромное за то, что мы у вас поучились относиться к жизни несколько иначе. С таким позитивом и улыбкой. Спасибо вам. До встречи в прямом эфире.